Выставка Надежды Федуловой проходит в здании бывшего художественного фонда, в котором Надежда работала более 10 лет, да? И очень отрадно, что здесь где-то вот примерно 42 года назад мы устраивали первую выставку. Вот как раз там Надя была у нас как бы лидером этой выставки. Выставка работников художественного фонда. Так. И там она вот представила первые свои такие графические и живописные работы, да, так, такие как сайсарские мотивы. То есть она уже начала осмысливать город, да, как особую среду, да, которая дает возможность самопознать себя, да, вот. И поэтому на этой выставке очень много работ представлено, вот, связанные вот, с городскими мотивами. И вот этот сайсарский мотив, он как бы дальше развивает. То есть уже не только она выходит из рамок, может быть, этого в начале сайсарского мотива, а сейчас уже в рамках уже нашего большого, современного, интересного города. Я с Надеждой Егоровной Федуловой 4 года учился в одной группе в училище с 1973 по 1977 годы. Заканчивали мы училище у Юрия Иннокентьевича Ватякова. И надо сказать, что Надя была одним из талантливых и любимых студентов Юрия Иннокентьевича. Да. Ну а потом творческая жизнь у нее сложилась так, что она сразу после училища начала творчески работать. И, в общем-то, мы ее знаем как прекрасную гобеленщицу, да? Художника прикладного искусства. Но в то же время знаем, что параллельно с этим она работает и в графике, и в живописи. И вот сегодня она показывает свои работы, вот такие. Очень рада, очень. Сейчас обычно, как открывается у нас выставка, дается слово о художнике сказать. Слово о художнике скажет кандидат искусствоведения Покатилова Ия Володаровна. Моя старая подруга. Очень отрадно то, что вот эта выставка открывается в здании бывшего художественного фонда, да? Ну или сейчас тоже он существует. Родом был из Чураптинского района. И матери Захаровой Зои Дмитриевны, родом из села Чкалов Орджоникидзевского района. Окончила в 1977 году Якутское художественное училище, алфавитическое отделение
выдающегося графика Якутии Юрия Батякова, который впоследствии мощно повлиял на миросозерцание, мироощущение и становление ее как художника. По словам Надежды, Юрий Батяков, обожав Валериана Васильева, объяснял им смысл и содержание многих его композиций, обучал нас системному диалектическому мышлению, а общего, в частности, смотреть на мир открытыми глазами, глобально и детально. Вот это конкретные слова. Произведение Надежды Федуловой регулярно экспонируется на всех выставках, начиная с республиканских, всесоюзных, международных, зональных выставок художников Якутии, начиная вот с 80-х годов. Ее вот амплитуда, творческая амплитуда широка, это живопись, это графика. Это впервые в Якутии, начиная с 90-х годов, совместно жанрной образа. Текстиль, детские игрушки, валяние, лубок, металл. Поневоле задумаешься, откуда у художницы такое владение формой, способность выражать мысль в разных жанрах и материалах, передавать в них драматическое напряжение. Почему на выставках интересуются ее гобеленами, ищут экспозиции «Скифский тату», «Старое озеро», «Кыс-Кыс-Гайдан», «Черный город», «Море», «Сайсарский мотив», «Искры огня дыма», «Зима». Это все работы, сделанные из гобелена, в которых автор демонстрирует свою творческую индивидуальность, свое понимание задач искусства и художника в наше сложное, но интересное время конца 20-го, начала 21 веков. Законченности и совершенства декоративной формы. Она ищет возможности и способы заговорить с конским голосом на интеллектуальном языке, скрытом языке символов, заставить сакральный материал выражать определенную мысль, даже чувства. После окончания Якутского художественного училища в 1977 году она работала художественным редактором в Якутском книжном издательстве. С 1979 по 1993 год работала художником-оформителем в Якутских художественно-производственных мастерских. Именно здесь, в Хотхонде, были заложены основы, на мой взгляд, монументальной живописи Якутии. Современного арт-стрита, современного жанра, как сейчас любят, монументальной живописи, мурала. С нами в одной бригаде работали Марианна Лукина, Лидия Дрехинская, Мария Магатырова, Николай Чемчебик и другие. Первые работы начала 80-х, которые экспонировались в этом зале, были связаны с графическим взглядом на мир, таких живописных работах, как «Сайсарские мотивы». Это был искренний взгляд молодого художника на свой любимый город. Так, дорогие друзья, сегодня я пригласила замечательного музыканта Алексея Потапова. Süreyim solmada bir doğmadı Daha şimdi
художников России с 93 года, и с тех пор она одна из самых активных участников всех проводимых выставок, как городских, республиканских, российских и международных. Сама я лично очень большая поклонница творчества Надежды Федуловой. Мне кажется, что она на мир смотрит какими-то такими распахнутыми глазами, как ребенок, с очень любопытным взглядом. Например, она смотрит там на крыши зайсарских домов, да, или как делают строганину. Она видит глубинную красоту и смысл этого происходящего и передает это с таким высоким мастерством, которого удается добиться не каждому художнику. При этом она очень смело экспериментирует. Я вот не буду повторять то, что рассказывала нам и Ева Ладаровна, да, что все мы знаем, что она работает в самых разных техниках и везде добивается наивысшего результата. Здесь находятся, в основном со всеми я почти знакома. И очень приятно, что я сюда пришла в художественный фонд, потому что моя жизнь с Наумом Матвеевичем начиналась здесь, в деревяшке, во дворе. Сначала на втором этаже жили, потом на первом, и потом уже где-то устраивались. Поэтому сюда я прихожу как домой. И как бы были друзьями. Если она хочет выйти на улицу, я на работе, она в командировке, он ее выводит, прихожу, она сидит на стульчике около двери. И это просто получается уже как родственные души, привыкшие к общению. И когда я сегодня сказала Покровский, что я должна ехать на выставку в Якутск Федуловой Надежде, обратилась к бывшему начальнику управления культуры: а что же вы молчите? И вот сразу они поняли, что а почему не сказали? И очень все передают пламенные приветы и из Чапаева, где жила мама, это Василиса Егоровна Романова, может, знаете вы ее, танцовщица наша. И вот сегодня от Тулуза мало кто приехал, потому что у нас сегодня праздник. Вручить благодарственный акт и цветы Федуловой Надежде Егоровне, члену Союза художников России, художнику гобеленщику ручного качества, живописцу. Уважаемая Надежда Егоровна, от имени Управления культуры и духовного развития, работников культуры и искусства Калмыкаласского улуса, примите самые теплые слова поздравления с открытием персональной выставки «Сайсарские мотивы». Ну, а всем знакомая песня «Начнем с Катюши», да? Все знаем? Попури. Расцветали яблони, бабули, туманы на берегу. Приходила на высокий берег, приходила на высокий берег. И чтобы всегда была надежда на лучшее. Песня «Надежда».
Светит незнакомая звезда. Снова мы оторваны от дома. Снова между нами гора. Звездные огни аэродрома. Здесь у нас с тобой родни. Здесь у нас свободные рассветы. Здесь они светом пахнут. Здесь у нас свободные Onu bugün göremin uçutulak bütün alttan ahire kanada Владимир Максимович Иршов den vardı. Первая курская веропита, он на береге набор выполнила на декоративно-оформительское отделение дел. 200 набор. Училище история туда 200 набор это. Onu valla eder spesialistler olağanlar. Владимир Давыдович Иванов, театр художника, bir группаны театральный художник такой веропита. Он вalla bir группаны Юрий Никитович Потяков, промышленная графика дел. Билген был графический дизайн денартана, специальность. Он был анатомия живописка Эдуард Йосипович Васильев веропите. Он Людмила Даниловна, да? Вот, да? Он была то история искусства Зинаида Ивановна Иванова. Зинаида Капитоновна Курчатова, живописный веропите. Bugün Brahmik ayak Mustapka Надежда Егоровна Петрова ilgi öğrenmek ispet. Kendi Allah'ın sübde ület hudurcuk toqa göbelenge elbağlarını oğran ara bir dört vata martı bastılar mı? Bunu etemine üçüydük katıskal verim barın onu üçüye panno kurduk becerteten dignen Ulağan Müzeyge Natanana Müzeyge tarıkamdıram yakka Ulağan Mustapkaların oğlum kıldı. O göbelenlerin atak katıskalan panno'nun kırdıram. Ondan elbağ pekatiran nacanı üstütügül delirit Ona ayarlete üstüde aykalana birine tuttum. Ona kinyaka tüyderuviyenin üstüde anı ündür siteyine beni kapnağına. Вообще, всем, наверное, уже хочется зайти посмотреть, поэтому я очень коротко. Но я о чем говорил, да, когда-то вот недавно нам показывал свои царские, да? И
просил тебя не забывать свои царские мотивы. И вот ты не забываешь. Спасибо тебе за это, потому что я и жил, я на Чехове жил, поэтому мне это вообще здесь. Всякие там это, лай собака. Все, да. Спасибо тебе за это. Это вам спасибо. Мне нравится, потому что тут много рыб, и она красивая. И это было незабываемо, и это было очень хорошо. Это дерево крепко корнями, а человек с семьей. И мы очень рады, что Зоя Егоровна, Зоя Дмитриевна здесь, Раиса Дмитриевна тоже здесь. И мы хотим специально подготовить подарок для семьи с любовью от сестер. Пожалуйста, примите. Так что мне наша мама, которая 103 года, она до сих пор помнит, ей сказали, что Айгоша Прига, сегодня выставка, она в здравом уме, поздравляет, вот, имени нашей, вот, твоей, тети Ули, нам дает цветы, и желаем, чтобы ты еще долго работала, успехов тебе таким большим, мы очень гордимся тобой. Вот так. Спасибо тебе. Характер у нее похож на мою маму, такая спокойная, так что будем знать, что ты еще будешь работать долго и жить долго и счастливо. Поздравляю. Видеоны жароканене, кинди Надежда Егоровна Лечи, Балтыбытын, Хигибу Захаровтар Сайсарга. Олар бұл Захаровтар аттарыттан, аймақтар аттарыттан дәликәлігіт. Дегеге әхәбет Егор Дмитриев Захаров, егі түрәбі балтылары кәләналар олар. Бұл Надежда Егоровна егеті Зоя Дмитриевна, олна әжеттері Иладова Раиса Дмитриевна. Оны бұл аймақтар аттарыттан, бұл сайыстары матыйттарынан аттав, аяқ түгілген тәрілігіден, ис рақпадеттен ең қойын тұран, кен тоқтан тұран. Бұл ғаз өйдік коллегаларын, однокурсниктарын, ученыйдар, бәнеден астылар, олақ түгі істел рокырдық. Ondan en ayınlar bilen asarga adra toktun, çok serke bilebilin, kaymalın, mahtalın, ona duruktun diye. Bagara turamın devin, ay mahtara taraftan sürekli dönmedin olana, karaki kendimde tutturamın köyünler. Şeyleri kenan turamın, onlardan naide, bilgi edebi götürüpçünler, kanalı sonuğun yüz macan entegitten türüttektir. Bugün Baltıbıtın güdüğüne ayar personaline müstakatın yöre kata turan girgen denge yöretin yükleste Baltıbıtın ağaddelerli kenyakta ösödağını innigitin üçügey emiye elbaq dalağına emiye gönüş sepgasiter ütüöken üyeleri ayrılıları bağırıp Biyaka bugün Jorun günü belaktarken aymaqtan bütün körtügün, olus yöntügün, inen olus maqtanabıt, ona barı jallaq bolun, eneme jallaq bolun, uğun üyeler, ona... Дорогие друзья, родственники, уже внимание рассеяно. Ольга Николаевна, я хочу так сказать, подождите. Тоха выставка здоровый, фуршет и открытый микрофон. Мне за Надиной выставки, я очень знаю хорошо Надиной работы, но на этой выставке меня очень удивила работа «Красная индустрия». И красная индустриализация.
работа. А эта тема очень, она такая довольно-таки интересная, потому что у меня было одно время творческий союз художников тоже предлагал выставку сделать на тему индустриализация. Она вот довольно-таки интересная, именно вот по мотивам Маяковского. Вот точно не могу привести точные слова Маяковского, но вот эта вот индустриализация страны того времени, она мне еще немножко близка тогда, когда я нарисовала вот эту как картину мою шоколадное детство, кратко говоря, когда у меня на картине были нарисованы много-много этикеток, шоколадных этикеток. Это тоже одно слово индустриализация, потом, как сказать правильно, пропаганда строя, экономики и мощи советской той, и промышленности, и строительства, и... Я очень довольна и счастлива, что на мою выставку пришли мои родственники, которых я вообще не видела очень много лет. И получилось так, что я почувствовала человеком, который объединяет, и они под моим именем пришли, поздравили меня, принесли столько подарков, хороших эмоций. Очень благодарна. И, конечно, благодарна нашему союзу, Ольге Афанасьевне. Она прекрасный зал нам предоставила, чтобы художники выставлялись. Он небольшой такой, уютный, компактный. Очень нравится. Махтал и поздравляю всех с наступлением весны. Ну, тебя поздравляю с выставкой. Спасибо, Махтал.